Вот так. Чудом отстояв Москву, Красная Армия переломила ход войны и довела ее до победного конца. Скажите, пожалуйста, почему, несмотря на такое жуткое начало, Сталин выиграл у Гитлера? Победу над Гитлером одержала антигитлеровская коалиция в составе Британской империи, Соединенных Штатов Америки и Советского Союза, а также большого числа других стран, которые им помогали. Ну, в частности, Польша понесла большие потери, довольно много воевали поляки. Вот кто победил Гитлера. Вы понимаете, что такое Америка? В 30-е годы уже Америка по объему промышленного производства превосходила все остальное человечество вместе взятое. Несмотря на ту самую депрессию. Под таким огромной глыбой Германия была раздавлена. Да, безусловно, если бы Советский Союз остался один на один с Германией, он был бы разгромлен. Вот так. Именно так и безоговорочно так. Хотя бы в нескольких чертах обозначим. Совокупный тоннаж произведенных Германией подводных лодок превосходит совокупный вес произведенных Германией танков. То есть только подводная война пожрала у Германии ресурсов больше, чем танки на всех фронтах, не только на Восточном фронте. А кто вел эту подводную войну? Запад. В 1943-1944 годах 3/4 истребительной авиации были где? На Западе. Пытались защитить Германию от бомбардировок. На Германию. Англию, наверное. Нет, я не оговорился. Немецкие истребители пытались спасти Германию от тотального уничтожения. Во второй половине 1944 года на Германию в месяц выбрасывалось 100 килотонн бомб. Что такое 100 килотонн бомб? Объясняю. Когда произошла Хиросима, и американские военные инженеры проехались по Хиросиме, был составлен отчет. Сколько надо было бы обычных конвенционных боеприпасов, чтобы превратить Хиросиму вот в это состояние. Посчитали с точностью там до килограмма. 2,5 килотонны обычных боеприпасов. То есть на Германию каждый месяц падало 50 Хиросим. Еще раз, каждый месяц 50 Хиросим. И же стерли с лица земли. Это, как вы думаете, сказалось на том, как шла война на Восточном фронте? Что было для немцев важнее летом 1943 года? Какая-то Курская дуга. Где этот Курск? Где этот Белгород? Ну, воюют там вооруженные мужики и воюют. В эти самые дни им стерли с лица земли Гамбург. Там сгорело 20 тысяч человек живьем. Там было уничтожено 200 тысяч единиц зданий. Я не понимаю, как это может быть. 200 тысяч единиц. За 3 ночи англичане сожгли Гамбург дотла. И так далее, и так далее, и так далее. Союзники отобрали у Германии по меньшей мере половину ресурсов экономических, материальных, людских. Они превратили ее в развалины. Они взяли на себя всю морскую и большую часть войны в воздухе. Ну и кроме того, между прочим, все-таки, когда 1/3, когда 1/4 немецких дивизий была на западной, от Норвегии до Северной Африки. Поэтому вклад союзников был огромный. Плюс ленд-лиз. Да, и мы еще ни слова не сказали про ленд-лиз. Мы не сказали про то, как идет в атаку танк Т-34, на котором написано «За Родину, за Сталина». Танк Т-34. Двигатель его отлит из американского алюминия. Он одет в броню, которая сделана на американских легирующих вольфраме, молибдене и так далее. И, в этом танке есть башня, она вращается. А почему она вращается? Потому что погон башни сделан на американском огромном карусельном станке, своих не было. Она стреляет из 85-мм пушки, которая способна пробить броню немецкой «Пантеры». Откуда взялась пушка? Потому что не американцы прислали оборудование, способное рассверлить такой длинный ствол. Ну, естественно, командир общается со своими подчиненными по американской рации, это мы понимаем. Пушка стреляет снарядами, порох американский, взрывчатка, так что там вот снаряд запомнено, американская, латунная гильза сделана из американской латуни, все это вместе взято. Да. Там же катки, посмотрите в парке любом на Т-34, на катках резиновый бандаж. Каучук-то американский.
Пробовали делать без бандажа. Разбивают Кирилле Феникс всю подвеску. А так танк наш. А вместе все это называется танк наш, но вообще-то рядом с ним еще идет и американский Шерман, о котором никто не вспоминает, но когда у меня в руки попали документы, я посмотрел просто на матчасть тех танковых дивизий, которые брали, бригад, конечно же, которые брали Вильнюс. Ничего себе, каждый третий американский танк. Я это очень удивился. И все это вместе взято называется советский танк. И так далее, так далее, так Не далее. говоря уже об огромном количестве машин, поставленных американцами и Не англичанами. говоришь, потому что я что-то забыл самое главное – авиационный бензин. Ну да. Авиационный бензин. Советская авиация расходовала 3 миллиона тонн авиабензина, из которых 1 миллион – это просто американский бензин. Просто. 2 миллион – это бензин, который советские 76-й разводили американскими высокооктановыми добавками. И еще 1 миллион – это советский бензин, сделанный при помощи американского тетраэтилсвинца. А также продуктовый весь, да, набор. Продуктовый ленд-лиз, а также И так далее. И мы все время забываем про медицинский ленд-лиз. 40 миллионов грамм стриптоцида. Я специально сюда пишу так, миллионов грамм, потому что одному раненому на одну перевязочку нужен грамм стриптоцида. 40 миллионов перевязок. Это сколько осталось живых людей с ногами, которые не пришлось отрезать попах. А у нас ничего не было. Конечно, тогда сверхантибиотики, бинтов-то не было. Бинты стирали. Да. Бинты стирали. После всего, что вы рассказали, можно ли утверждать, как говорила нам советская пропаганда, что войну выиграл Сталин? Если в этой войне кто-то и выиграл с советской стороны, то выиграл Сталин. Хорошо сказали. Ну, я думаю, что это правильно. Это единственный, кто выиграл. В каком месте, в каком смысле, в каком аспекте жизнь советского народа после этой победы стала лучше? Вот вы мне расскажите. Вот они и до войны жили плохо, но так, как жил советский народ после войны, ну, это, я думаю, каждый тут помнит, Да. по рассказам родителей, там, для меня родители, для кого-то дедушек, но так вообще люди никогда не жили.